Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум салам баракату. Мы в гостях у Хамида. Хамид, в какой организации вы состоите? Так, наша организация работает 2013 года, называется Международное общественное правозащитное движение «Единство» по национальным вопросам в Республике Дагестан. Я являюсь руководителем комитета. Что вы можете сказать сегодня о восстановлении Ауховского и также пригородного района? Так, что можно сказать об этих двух районах? Это боль ингушского и чеченского народа. До сих пор эхо 1944 года раздается по всем этим уголкам. На сегодняшний день мы начнем с Ауховского района. По восстановлению Ауховского района, кроме возвращения 700 домов и земельных участков, ничего практически не сделано. Дополнительно, что можно сказать, согласно постановлению правительства Республики Дагестан от 2017 года за номером 223, которое впоследствии было дополнено, изменено в 2018, 2019, 2020 году. И последнее название этого постановления носит следующее название. Постановление правительства Республики Дагестан о переселении лакского населения из Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района. В этом постановлении не предусмотрено ни строительство, ни передвижение каких-то площадок промышленного назначения. Не предусмотрено ни один рубль по восстановлению Ауховского района. Зато в этом постановлении предусмотрено на 2018-2025 годы 12 миллиардов 376 миллионов 517 тысяч 890 рублей. Для чего выделяются эти деньги по новострою? Для создания рабочих мест в количестве 4648 человек. 7 детских садов по 10 человек с охватом рабочих, 70 человек. Строительство сельских дворцов культуры. По строительству с охватом рабочих 80 человек. Строительство ФАПов с охватом рабочих по 5 человек в каждом, 30 человек. Сельских административных зданий. На каждое здание по 10 человек, всего 40 человек. Всего примерно 4868 человек на человек создаются рабочие места новостроя для завершения переселения лакского населения. По Ауховскому району на 2018-2021 годы не выделяется ни один рубль. На 2022-2025 годы не выделяется ни один рубль. Трудоустройством лиц чеченской национальности не предусмотрено. Основание постановления правительства Республики Дагестан номер 334 от 23 декабря 2019 года. Что еще можно сказать? Почему растягивался этот вопрос до 2025 года? Видимо, кто принимал это постановление, у них была информация, что
2022-2023 годы будут преобразованы районы, муниципальные округа, поэтому не было, наверное, смысла создавать какие-то новые районы, так как они с 1 января 2023 года преобразуются в округа. Но сегодня у нас нету документа, постановлений, распоряжений ни правительства Республики Дагестан, ни постановлений Народного собрания Республики Дагестан о создании муниципальных округов. Поэтому мы не можем сказать, сколько округов будут созданы в Дагестане и в какой округ могут быть включены, скажем, вопросы Ауговского района или других народов, и как, в каком количестве один район войдет в округ, 2, 5, 10, это тоже пока мы не знаем. Когда такие сведения мы получим, мы сделаем новый ролик. Хамид, куда вы только не обращались в последнее время, какие ответы вы получали? Так, хороший вопрос и своевременный. Да, мы, начиная с 2017 года, во все организации государственные, муниципальные, правоохранительным органам обращались по этим вопросам. Именно в 2022 году мы обращались в прокуратуру Республики Дагестан, в администрацию главы Республики Дагестан и Министерство по национальным вопросам. Мы ставили такие вопросы. Почему нет отдела в министерствах по реабилитации жителей селений Юрт-Таух, Калинин-Аул, Акташ-Аух, Ленин-Аул, Казбековского района, это большая часть бывшего Ауговского района. Мы ответ не получили, что таких отделов нету или есть. Зато по телефону узнали, что такой отдел при управлении правительства Республики Дагестан по переселению лакского населения из Новолакского района в Останино-Ауговского района упразднен. Такого отдела нет. А также этим вопросом, когда мы к министру по национальным вопросам обратились, мы получили совершенно другие вопросы. Те вопросы, которые мы ставили об вышеназванных населенных пунктах, даже не упоминается. То есть в министерстве нет такого положения, по которому можно было создавать какие-то комиссии по реабилитации чеченского населения, проживающего в Юрт-Таухе и Акташ-Аухе. Примерно такие же вопросы направлены были главе Республики Дагестан Меликову Сергею Алимовичу. На этот вопрос мы вообще ответа не получили из администрации. Из прокуратуры мы получали и получаем ответы, что эти вопросы перенесены до 2025 года. А вот сложившееся на сегодня положение, уже районы упраздняются, начиная с 2023 года, и сам собой, видимо, этот вопрос отпадает.